Галский район имеет большое значение для Абхазии, заявил по итогам рабочей поездки глава Минтуризма Тимураз Хишба. Ведомство работает над тем, чтобы включить район в туристические маршруты. Подробнее о том, как развивать туризм в Галском районе, будем говорить с главой района Константином Пиле. Константин Эдуардович, приветствую вас. Спасибо, что пришли к нам. Туризм дошел и до Гала, как я понимаю. Делегация Минтуризма побывала у вас. Как вы вообще восприняли? Это была ваша инициатива или, наоборот, со стороны Минтуризма был сделан шаг? Это был шаг Минтуризма. Это была инициатива Тимураза Владимировича Хишба. Мы созвонились, он сказал, вот я начинаю поездки по районам, и хочу начать с Гальского района, посмотреть потенциал, посмотреть интересные места, куда можно было приглашать или там приводить туристов. Вот его была поездка, мы были рады этой встрече. Я официально принял его сначала в кабинете, мы обсудили, потом вместе поездили по району. Это заняло у нас практически целый день рабочий. Были на перепадной станции, на Гальском водохранилище, ездили на большую генерацию, там посмотрели. Ездили еще вокруг Гальского водохранилища. Там есть такая организация, Самарзакантур называется. Они долго работают. В таком единичном случае. Вот они подготовили место, сделали домики, сделали маленький причал небольшой. Вот такие очень некрасивые места. Потом архитектурные памятники, храмы старые. Вот все это нужно еще немножко почистить, облагородить. Я думаю, у нас получится. Вообще очень важная тема. И в Гальском районе вообще в сфере туризма был не особо развит и в советские времена. Но сейчас ситуация меняется. И нам необходимо там делать вот такое, чтобы был кластер, который поднял бы экономику района, дал бы людям дополнительный заработок. Это очень прекрасная тема и нужная тема в Гальском районе. Но, на ваш взгляд, на кого больше такой туризм мог быть рассчитан? На внутренний туризм? Потому что, мне кажется, мало граждан Абхазии хорошо знает именно Гальский район. Мне самой было бы интересно, отдохнуть в этих местах. Или же все-таки это на туристов, которые приезжают, рассчитано? Как вы думаете? Вот акцент скажу. И на внутренний туризм, Тимураз, в частности, Владимир приезжал, он говорит, я очень давно не был, я удивлен вообще, как в городе аккуратненько, как чистенько. Благодарили, конечно, его. И многие наши граждане в Гальском районе так и никогда и не были. И не очень понимают там ситуацию. Потом, если вы позволите, из границы тоже обсудим. И не очень хорошо понимают. А вообще рассчитан, конечно, на российского туриста. И сейчас для строительства гостиниц и там больших комплексов, конечно, там мы еще далеки. Но такие вот, как называемые, глэмпинги. Это сейчас модная тема, это такое, она в тренде. Вот и Тимураз Владимирович это посоветовал, и вот мы на это обращаем внимание. В принципе, мы об этом думали, но не на Гальском водохранилище мы думали, а в селе бывшее Приморское, Гудахуч. Прекрасное село, красивое, на берегу моря, эвкалипты, пепельный эвкалипт с таким ароматом. Все-таки мы акцент делали туда. Но вот он сказал, что это немножко далековато. Там, правда, дорога за 30 километров разбитая. Вот, скорее всего, вокруг Гальского водохранилища это было бы очень интересно. Ну, вообще проблема того, что туризм до сих пор в Галском районе не развит, как, допустим, в Западной Абхазии, это связано с отдаленностью от российской границы, это во-первых. Но и с другой стороны, вопрос безопасности. Сейчас, слава богу, с 2008 года в Галском районе мирно, спокойно, и туристы могут приезжать, и в том числе из России, отдыхать. Совершенно безопасно, и уже практически 2008 года. Просто нас вот это заполняем, у нас нет мест размещения, у нас нет в Гальском районе ни одного койко-места. Вот я встречаю в городе автомобили с российскими номерами, подходил в прошлом году и спрашивал, как вы сюда попали? Они говорят, мы по навигатору, вот мы отдыхаем в Абхазии, кто там в Сухуми, кто в Очимчирах, кто в Гаграх. Вот мы по навигатору приехали, тут недалеко. Ну, на автомобиле приехавшие, сделали 1500 километров, сделать еще километров 80-100, это вообще не проблема. Люди приезжали, но это были все-таки единичные случаи по своей инициативе из интереса к району. Вот так, чтобы у нас был кластер развит, этого не было. Мы эту работу обязательно должны начать и попытаться ее ускорить. Но спрос рождает предложение. Бизнес всегда находит возможности. Хорошо, когда, конечно, государство стимулирует, какие-то кредиты выдает или программы, сейчас в нескольких районах есть программы на развитие
различных отраслей экономики, но бизнес тоже сам находит возможности. И, конечно, нам надо сделать первый шажок как бы в этом направлении, а потом, я думаю, бизнес тоже придет. Сейчас я, наверное, озвучу такую мысль, которая как бы давно обсуждается так в узких кругах, но не решаются говорить это публично. Почему мы курортная зона, мы курортная страна, почему мы не имеем ни одной игровой зоны? Это в нормальной стране везде определенные зоны выделены там подальше от населенных пунктов там, или как, у кого как. Но вот в этом селе Приморске вполне можно было организовать их как хорошее. Сами потом и бизнесмены, сами инвесторы. Инвестор у нас, конечно, в стране стал плохим словом. Я сразу вспоминаю период, когда боролись с этим, когда с трудом вообще игорный бизнес был запрещен у нас в республике. Ссылаясь на то, что вот ментально все-таки мы к этому не готовы. Это в городе, это опасно, потому что была, доступность была, а село Приморск, Гудахуч, оно находится в 35 километрах от города. Это удаленный район, и не для граждан Абхазии можно было сделать и нужно сделать, а для туриста. Турист, который приезжает, который хочет отдохнуть, который хочет и поучаствовать или поиграть в игровую зону, надо будет предоставить такую услугу. Я впервые это озвучу, наверное, подвергнусь критике, но как бы что ни говорили, считаем, что это нужная и важная туристическая сфера, которую в дальнейшем, наверное, мы будем подавать заявку уже официально. Смотрим, как будет реагировать на это правительство, руководство, депутаты, общественность. Мы попытаемся это сделать. А есть уже бизнес, который готов вложиться в такие проекты? Да, я говорю, это не просто. Есть ряд организаций, которые готовы вложиться в этот проект. Они бы потом нам и дорогу сами сделали бы, и освещение провели бы, и водопровод, там проблема. Все бизнес бы наладил бы себе сам. Если мы сделали все это цивилизованно, я еще повторюсь, не для граждан Абхазии, само собой, для туриста, для такого хочет приехать, отдохнуть, который имеет определенные средства, чтобы их с удовольствием потратить, как говорится, нужно дать такую возможность. А вы думаете, вот в Абхазии вот можно будет это так регулировать и законодательно, и наши структуры смогут контролировать? Знаете, я верю в наше государство, я тоже читаю там и комментарии, у нас почему-то люди, немногие стали как-то так выражаться, немногие стали верить в наше государство. Ой, мы не сможем. Все, мы прекрасно сможем. Все, у нас нормальные службы, нормальные люди, у нас нормальное государство, правовое государство. Просто надо определить нормативы, нужно определить сам механизм работы. Я думаю, было бы очень полезно. Вот возвращаясь к основной, туристической теме, как я понимаю, есть уже договоренности с турфирмами, которые будут привозить туристов в ваш район. Еще мы это точно не обговаривали, но со своей стороны Министерство туризма нам обещало, что нас включат там, в определенный перечень, и мы будем одним из составляющих. Вы сказали, что с местами размещения сейчас большая проблема, но учитывая отдаленность района, от границы, то есть на один день посмотреть и уехать сложновато будет, много времени на дорогу, но где-то остаться людям придется. Но этим летом вы успеете, глэмпинги — это конструкции легкие, но, с другой стороны, это тоже требует времени. Глэмпинг — легкая конструкция, быстрая постройка, потому мы говорим о глэмпинге. Что-то говорить о более глобальном, там в городе есть одна гостиничка, которая там уже у собственника, пытаемся найти инвестора, чтобы он его перекупил, и уже вложился. Там много организаций, гости приезжают, по служебным командировкам приезжают, там люди там на те или иные. И можно было сделать, чтобы люди уже где-то оставались. У нас в этом направлении пока слабо развито, но мы в ближайшее время будем усиливать эту работу обязательно. В ходе поездки министра по туризму Тимураза Хишба мы увидели, что он побывал и на станции, побывал и на перепадных ГЭС. Как-то удивительно, с одной стороны, показалось, все-таки не совсем это туристический маршрут, но будет ли эта станция включена в туристический маршрут, потому что некоторые объекты доступны для посещения туристов. Я думаю, что интерес к таким объектам есть у многих туристов. Есть, уверяю вас. Это очень интересный объект, очень масштабный объект. Я тоже 2 раза я там находился, и каждый раз я выходил с этой станции под впечатлением. Это огромная махина, это такое воплощение такой большой инженерной мысли, что просто поражаешься. И это очень интересно. Как работают механизмы, они
работники НГУРГЭСа не впервые встречают гостей, не показывают. У них уже вот сейчас они определят маршруты, по каким маршрутам можно пойти. Вот мы сейчас по этому договариваемся. Это очень-очень интересный объект. То есть вполне возможно, что в скором времени этот объект будет открыт для посещения туристами. Об этом мы договариваемся с руководством НГУРГЭСа. Потому что в соседней Грузии, я слышала, есть такой интересный проект, водохранилище, плотина сама. Они планируют там создать туристический, в том числе, комплекс. Да, совершенно верно. Я тоже видел эту информацию. Да, это и верное решение, скорее всего, с их стороны. Вот, и у нас, у них плотина, конечно, это и масштабы, и виды, но сама станция, вот это, как она работает, откуда поступает вода, как, когда еще порасскажут. Это очень интересно, я думаю. И вообще люди, приезжавшие в Гальский район, первым делом спрашивали, а как туда попасть? И даже некой фирмой из Сухума я помогал туда попасть, просил руководство, чтобы они встретили, провели, все были под впечатлением, отзвонились, поблагодарили. Потом люди там поедут, посмотрят, вернутся в город, поедят вкусненько. Гальцы прекрасно готовят. У нас хорошие... Гальские, кстати, пельмени знамениты, по-моему, на всю республику. Хинкали, да. Хинкали. Они сейчас делают его и не просто муки, а еще они какие-то черные делают, с добавлением еще чего, там такие разновидности. Я думаю, людям понравится. Начнем с этого, а дальше уже будем нарастать. На ваш взгляд, вот развитие этого направления, что даст экономике района? Вы знаете, в первую очередь мультипликативный эффект обязательно будет. Люди, приехавшие в Гальский район, все равно зайдут, я еще раз говорю, в кафешку зайдут, кому-то зайдут, бензин купят, у кого-то зайдут в магазин, где-то сувениры. И все весь механизм, так он и заверчивается. Когда люди поймут, что уже отдыхающие едут, они все в своих частных домах подготовят гостевые комнатки, подготовят номера, подготовят в частном секторе обязательно. Лишь бы у людей было понимание, что туризм к нам придет. Будем надеяться, что в скором времени мы уже будем о результатах, о новых объектах говорить, о пополнении бюджета. Еще одна тема, которую мне хотелось бы с вами сегодня обсудить. Недавно, несколько дней назад, можно сказать, разрешили провозить через границу с Грузией определенный перечень товаров. Я помню, в нашем разговоре с вами вы неоднократно говорили о том, что нужно это сделать. Вот для вас, для района, что изменилось после того, как разрешили? Как вы это восприняли? Еще работы в этом направлении не начались. Подписано распоряжение о внесении изменений в предыдущее распоряжение президентом. Там был доручной кладь до 50 килограмм в руки. Можно было свободно переносить, кроме, само собой, запрещенных. Там, медицинских, там, оружия, наркотиков, все как обычно. Да и мы предлагали, обращались мы к главе администрации, это были коллективные письма, это были письма собраний районов, это было 3 районов, это был Ачимчирский, это был Творчальский, Гальский, это депутаты обращались, люди обращались, я даже это говорил, главы обращались, все, президента рассмотреть. Президент создал комиссию, в состав которой до сих пор входят и общественники, это главный редактор Чегемской правды, входит и НАЛ, он входит, пограничные службы, таможенные службы, представители оппозиции, я как глава был в этой членной комиссии. Там было единогласное мнение практически, кроме Тимура Надарая. Все говорят, мы понимаем, что это хорошая мера, необходимая мера, что раз мы там, у нас граница, раз представлены все службы должны работать, бюджет должен пополняться, и все должно идти открыто и легально. Да, есть люди, которым это не нравится. Обычно, как говорится, в мутной воде ловят рыбу, да, и когда все для всех разрешено, наверное, не очень выгодно этим людям, и хотят, чтобы были запреты. А мы хотим, чтобы было разрешено. Это для нашего населения, которые могут перейти границу к родственникам по своим делам, пойти и принести тот перечень, перевести тот перечень товаров, который указан в этом распоряжении президента. Там автомобили, там масла, там запчасти на сельхозтехнику, там, если я не ошибаюсь, саженцы тех или иных многолетних растений, если я не ошибаюсь. И вот что-то список не очень большой, но вообще желательно было бы его расширить, но руководство посчитало на этом пока остановиться. Пока
Мы это поддерживаем. И я говорю, и всегда говорил, я буду отстаивать эту точку времени. Я знаю желание населения, я знаю людей, очень многих, и все 3 района, и, по крайней мере, проживающие все, очень за это за. Ну, вот. Для людей понятно. И вот да, в целом для района там службы различные, допустим, если даже платежи, это в бюджет республиканский, скорее всего, будет перечисляться. А вот для района, для вас... Для района это же... Польза? Да, это же и предприниматели в районе, что-то будет продаваться в районе, с этого тоже будет собираться подоходный налог, налоги, люди заживут, экономика пойдет, начнут лучше жить, обустраиваться, строиться. Ну, зачем же держать все это в заперти? Там в соцсетях особенно пишут, ой, там, вот вы уже начали торговать там, с Республикой Грузия. Я еще раз повторюсь, у нас никаких официальных контактов с Республикой Грузии нет. Когда будет признание Абхазии, когда будут какие-то определенные политические шаги, об этом будем говорить потом. Сейчас об этом речь не шла и не идет. Речь идет только для жителей Абхазии, именно для жителей Абхазии, которые могут пойти и принести в объем не в ручном кладе по 50 грамм, а до 600 тысячах. Ну, вот саженцы в этом перечне есть. Удивило некоторых, потому что эти саженцы можно и в России было купить. Саженцы для питомников, для наших крупных предприятий, как понимаю, вот есть такой запрос купить оттуда, привезти. Ну, мы говорим оттуда, это почему-то там именно из Грузии. Почему именно из Грузии? Даже если из грузинских каких-то там питомников. Ну, саженцы павлония, ну, не достанешь его в другом месте. Тут и ближе, и дешевле. Ну, киви, например, киви в России тоже можно? Ну, можно, да. Ну, предприниматель ищет, где дешевле, где стоимость не такая высокая, где логистическая дорога короче. Предприниматель ищет, где полегче достать и подешевле, и меньше это затрат. И в этом ничего плохого нету. Я не вижу, по крайней мере, у меня нет никакой агрессии к национальности Грузии, грузинам. У меня нет агрессии к мигрелам. Наоборот, это люди, которых я сегодня несу ответственность за них. Я забочусь о их достатке нормальном, бытовом. И не надо путать некоторым людям с политическим руководством, которое декларирует там какие-то другие вещи, с простой национальностью, которые живут среди нас. Это нормально. Мы должны поддерживать, мы должны делать все, чтобы люди, проживающие на территории Республики Абхазия, их социальный уровень увеличивался. Но как сами граждане восприняли жители района? Все, уверяю вас, всех 3 районов на ура. Все просто этого ждут. Все ждут. Более того, если говорить еще о тех, кто против, даже там в оппозиционной среде, многие ребята, которые сейчас оппозиционируют действующие власти, это тоже нормальная позиция должна быть, она должна всегда высказывать свою позицию, возможно, иную, возможно, не всегда соглашается. Вот они приезжают и говорят, ну, как нам очень трудно вот именно с ним разговаривать, хотя это все в одном блоке. Вот, Касым Эдуардович, может, вы еще раз поедете, поговорите, может, ну, все этого хотят, это нормально, это заработок, это поднятие страны, это поднятие нашей экономики, ничего другого тут нет. Вы в интервью здесь нам на радио «Спутник» не раз говорили о том, что есть инвесторы, которые интересуются Галским районом, хотят вложить, но есть ли или были ли идеи в туризм, именно в туристическую отрасль? Сельскохозяйственная, знаю, проекты были, но вот именно в туризм. Ну, если по-крупному, то только в игровую зону. А небольшие, ну, куда бизнес придет? Бизнес придет туда, где уже есть туризм, где уже их предложение сразу будет пользоваться спросом. Ну, нам надо первые подвижки сделать, чтобы уже закрутить как бы это малый и средний бизнес туристический. А крупный он пройдет только за крупными делами. Еще раз повторюсь, если мы это сможем сделать и все это консолидированно обсудить в обществе и принять такое решение, это было бы просто очень прекрасно и для страны, и для района. Речь идет об инвесторах российских, зарубежных инвесторах, или это бизнесмены абхазские? Российские, в первую очередь, потом сирийские бизнесмены высказали такое желание. Они сказали, ой, нам очень это интересно, если вы примете решение, мы бы с удовольствием поучаствовали бы. Ну, есть ряд предпринимателей и организаций,
Конечно, в первую очередь из России, которые изъявляют такое желание. Ну, опять же, вот протесты, которые были, и общественность, которая тогда, это было, боюсь ошибиться, сейчас это 2000-е годы, да? При Сергее Васильевиче Багапше, да, когда бытность. ввели законодательный запрет. Я был депутатом парламента на тот момент, и тогда, конечно, это было у нас в городе, это была легкодоступность, это не было никаких ограничений, и ребята азартные проиграли. Были суициды, насколько Были помню, суициды, да, был криминал, там правил вообще практически никаких не было, и, конечно, это все очень плохо сказалось. Но я в тот момент один из депутатов, который не проголосовал за запрет. Мое предложение было на тот момент выделить одну какую-нибудь зону подальше, закрытую зону, его там облагородить, обустроить, закрыть. На въезде стоят сотрудники милиции, проверяют паспорта, гражданин, не гражданин. Вот так, чтобы, на тот момент было слишком, наверное, таких вот суицидных проблем много людей. Там криминала было много всего, и потому депутаты все за это проголосовали. Но на тот момент они, конечно, были правы. Но вот сегодня уже ситуация меняется. Мы суверенная страна, которая сами можем свои правила устанавливать. Не в населенном пункте, не в городе. Галицкий район вообще у нас выведен и практически из гражданства. Там проживают не граждане Абхазии сейчас. Не то, что там им сделать плохо, а вообще сделать вот в этом селе, когда-нибудь будет репортаж, или мы поснимаем, и, может, и пленочку вам передадим, вы покажете. Это красивейшее село, там живут 42 человека. 42 человека всего в этом селе. Люди покинули, уходили, предыдущие 5 лет много уехало. Сейчас немножко этот процесс становился, я стал часто наведываться. И вот когда я туда заезжаю, там кто увидит машину, выходит с домов, вы сюда приезжайте, наверное, тут что-то будет в надежде. Я говорю, да, надеемся, что-то у нас получится, чтобы сюда и туризм завести, и людей. Мы стараемся как-то людей поддерживать. А инфраструктура готова, допустим, к появлению крупных туристических объектов размещения, например? В каком состоянии там, дороги? Там крыши, там это село называется селом, но это там такие пятиэтажечки, несколько там гостинички. Правда, все это заброшено, но все крыши отремонтированы, здание не течет, не сыреет, все можно восстанавливать. Это был один из самых красивейших, наверное, уголков в Абхазии. Дорожки все выстроены везде, асфальт, переулочки, бордюрки. Там очень красиво. Правда, сейчас все, конечно, заросшее, в таком ветхом домике, дачные домики брошены. Но квартирные дома там есть, и есть желающие приобрести там квартир, как заявку дают. Мы стараемся людям помогать. Если кто хочет там находиться, таких тоже у нас заявлений около 15 собралось. Но пока не закончится инвентаризация, пока мы ничего не можем выдавать квартиры, но, уверяю вас, это будет один из самых красивых районов Абхазии. Почему я спрашиваю? Потому что в Гулерибском районе база отдыха в красивом, живописном месте, но из-за того, что нет дороги, людей меньше. Вот мы с владельцем общались, он говорит... Хотят приехать, но когда слышат, сколько часов по бездорожью ехать придется, да, то, конечно... Да. Поэтому я спрашиваю про состояние инфраструктуры, в первую очередь состояние дорог. Дорога до этого села разбита. Дорога разбита, на нее требуются средства. Если у нас получится включиться в инвестиционную программу содействия республики, Коммунистической республики, то мы сможем эту дорогу тоже включить. Как только будет дорога, конечно, там все будет оживать. Но если мы примем такого решения, там, еще раз, кабелевой зоны, сами предприниматели и дорогу сделают, и освещение сделают, и всю инфраструктуру наладят. И вообще Галицкий район, в моем понимании, это был один из районов, где отдыхала элита политического руководства Советской Грузии. По всей Абхазии были туристические объекты для туристов. А в Галицком районе они делали для себя. Там индивидуальные дачи, так, с скверчиками так все сделано, все очень красиво. И есть места на берегу, есть места и повыше. Там такое урочище небольшое одно есть. И там был типа лагерь тоже для своих. Как-то такой был. Уютненько, у них все было сделано для себя.
Но все это, наверное, уже в разрушенном состоянии. Есть ли возможность восстановить это все? Есть возможность восстановить. Я надеюсь, что в скором времени, как вот в середине разговора сказала, что будем говорить о том, как успешно развивается туризм в Галском районе, об интересных проектах. А мы послушаем критику в адрес игровой зоны. Да, думаю, критики тоже будет Да. предостаточно. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Благодарю. Спасибо.